Друзья, приветствую вас! Сегодня у меня на канале выходит заключительный в этом году новостной выпуск. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Вот за что я люблю Словению. Мы сейчас проводили новогодние каникулы, катаясь на лыжах на словенском горнолыжном курорте Краньска Гора. И вдруг я не поверила своим глазам. Мимо меня проходит наш премьер-министр Роберт Голоб, да еще и без охраны, со своей девушкой Тиной Габер. Абсолютно никто к ним не бросается ни за автографом, не начинают их фотографировать и снимать на видеокамеры, кроме меня, потому что для меня, как для россиянки, это кажется просто какой-то фантастикой. Глава правительства может идти свободно, без охраны, среди людей, ничего не боясь и не скрываясь. Это просто какое-то новогоднее чудо. Хорватская вирусолог и иммунолог Бета Халаси боролась несколько лет безуспешно с раком груди. Опухоль удаляли, но она снова появлялась. И вот во времена коронавируса ей пришла в голову идея вводить малые дозы вируса непосредственно в свою опухоль. Об этом ее эксперименте знал очень узкий круг коллег. И, конечно же, большинство относились к этому эксперименту крайне скептически. Но в течение 3 недель проводимого эксперимента случилось чудо. Сначала опухоль стала более мягкой и в итоге совсем исчезла. Сейчас итоги этого эксперимента обсуждают во всем мире и считают, что, скорее всего, мы стоим на пороге невероятного открытия, которое может спасти миллионы жизней. С 1 января 2025 года вводится новый закон об утилизации несортируемого мусора. Больше нельзя будет отправлять в черный бак для несортируемого мусора текстильные отходы. Это одежда, полотенца, постельное белье и так далее. Текстильные отходы можно будет выбрасывать только в специально отведенный бак для текстиля. Для тех, кто не будет соблюдать новые правила, будут введены высокие штрафы. Власти не хотят больше заваливать мусорные свалки текстилем и также не хотят его сжигать, тем самым нанося вред экологии. Хотят, чтобы текстиль перерабатывался и вновь использовался. А вы бы стали носить одежду, зная, что она создана из переработанного текстиля? Кстати, на мне сейчас одето платье, которое создано из переработанного пластика. В полицию словенского города Пирана поступило сообщение о преследовании. Запретительный ордер был наложен на мужчину, который преследовал свою бывшую партнершу, отправлял ей сообщения, угрожал и даже применял к ней насилие. Ему предъявлено обвинение в преследовании и грозит тюремный срок до 2 лет. В Словении существует закон о преследовании. Кто преследует кого-либо или близкого ему человека посредством неоднократного наблюдения, преследования или навязчивых попыток установить прямой контакт или контакт посредством электронных средств связи и тем самым вызывает у него или его близкого человека страх или опасность, наказывается штрафом или тюремным заключением до 2 лет. Если преследуемым является несовершеннолетний или немощный человек, виновный наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет. Так что будьте аккуратнее с алкоголем в новогоднюю ночь, чтобы не поддаться соблазну и не начать отправлять смски своим бывшим. 2 венгерских туриста решили отправиться в поход в Словенские Альпы, но погодные условия испортились и они заблудились. В тот момент, когда они карабкались по скале, мужчина сорвался вниз. Но упав, он еще был в состоянии крикнуть своей подруге, что, скорее всего, у него сломана нога. И подруга смогла позвонить в спасательную службу. С этого момента началась крупнейшая в истории Словенских Альп спасательная операция, в которой участвовало 5 горно-спасательных ассоциаций. Горно-спасательная служба Камника, Цели, Краня, Любляны и Шкофье-Локи. В общей сложности 109 отважных спасателей, 3 экипажа полицейских вертолетов и подразделения горной полиции помогали 2 туристам, застрявшим в горах. Спасательная операция длилась с 22 по 26 декабря. Поиски затрудняли погодные условия. Очень сложно было пробраться к туристам, а также спасатели никак не могли определить
точное местонахождение туристов. Первому спасателю удалось добраться до одного из туристов через 19 часов. Женщина была в ужасном состоянии, вся обмороженная в ледяном ущелье. В итоге ей удалось спасти жизнь. Но спасательная операция продолжалась до 26 декабря, так как мужчину не могли найти. В итоге спасателям удалось спуститься в ущелье и с помощью специального оборудования найти тело мужчины под 2,5-метровым слоем снега. К сожалению, мужчина погиб. Несмотря на то, что в столице Словении, Любляне, абсолютно нет снега, поход в Альпы может стать опасным приключением, потому что в Альпах зимой снег есть, и погода крайне непредсказуема. В маленькой славянской деревушке неподалеку от поселка Ик жители стали свидетелем, как из леса вышла рысь и села перед одним из домов. И так она сидела неподвижно в течение 30 минут. Зоозащитники задаются вопросом, что же заставило рысь выйти из леса и так близко подойти к жилищу людей. Здесь есть несколько факторов. Либо рысь заставил выйти голод, либо, возможно, она была испугана грохотом петард. Зоозащитники напоминают, что петарды очень опасны для животных. Постарайтесь их не использовать в новогодние праздники. В новогоднюю ночь, к сожалению, в Любляне не будет снега, но нас радует прогноз без тумана и без дождя. Надеемся, конечно, что в январе в Любляне все-таки появится снег. Друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне 31 декабря? В Любляне температура от -4 до +7 градусов. Ясно, без осадков. Ветер слабый 1-2 метра в секунду. Спасибо, Алиса. Так и хочется вам что-то еще приятное сделать. Алиса, поздравь, пожалуйста, моих зрителей с Новым годом. С радостью, пусть в новом году исполняются все желания, а счастье и здоровье не покидают ни на минуту. И помните, что бы ни случилось, главное не только верить в чудо, но и создавать его своими руками. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. И до встречи в новом году. Пока-пока!